396. Здравствуйте! Я нахожусь в городе Якутске, зовут меня главный редактор средства массовой информации телепрограмма «Точка взаимодействия» Жилин Олег. Мы находимся в Якутске. У нас сейчас небольшой мороз, всего 40 градусов. Сзади меня находится деревянное здание. И здесь происходит необычная акция. Сейчас я немножко покажу, что у нас за деревянные дома. Ну, они достаточно старые, поэтому, видите, да, такой неухоженный подъезд. Здесь проживают жильцы на втором этаже. Многодетная семья, там 7 детей. Сейчас пойдем посмотрим. Здесь осторожнее. Достаточно. Очень даже хорошие ступени здесь. Хотя дом старой постройки. Заметим, здесь видите, какая проводка. И очень даже опасная. Зимой это, если она будет в плохом состоянии, то это будет грозить людям, которые здесь живут. Заходим. Здравствуйте. О, здравствуйте. Ну, здесь необычная акция, да, может, расскажете нам и представите, что здесь происходит. Ага. Так, меня зовут Николай Николаевич Кириллин, старший инженер отдела надзорной деятельности профилактической работы по городу Якутску. На сегодняшний день у нас вот проводится профилактическая работа в целях предотвращения, в целях снижения пожаров и гибели людей, травмирования непосредственно. Проводится работа, установка пожарных дымовых извещателей. В многоквартирных жилых домах, вот сейчас мы находимся в двухэтажном жилом доме, 16-квартирный дом, семья многодетная, и вот проводим монтаж установки системы пожарной сигнализации автономной. А можно семью показать? Хозяин, может, расскажет нам? Нет, хозяин не захотел. И здесь, я так понимаю, представители пожарной дружины, да? Представьте, пожалуйста. Заведующий учебным центром Якутского республиканского отделения ВДПО Рольф Евгений Александрович. Значит, для того, чтобы рассказать о приборах, дымовом извещателе, в том числе с функцией GSM, ну и, соответственно, смонтировать, показать, как все это будет выглядеть, как это будет работать. Хозяина спрашиваю, можем мы так пройдем, операцию поснимаем? Давайте расскажем там. Обувь, давай я подержу, обувь снимаем. Только в данный момент какая пожарная сигнализация вы должны, так сказать, здесь установить? Дело в том, что мы уже поставили, смонтировали данные приборы. Значит, приборы смонтированы, соответственно, на потолочном перекрытии в прихожей. Вот они буквально перед вами, да? Покажем. Выглядит он соответствующим образом. Это самостоятельный прибор, автономный, никаких проводов. Работает от батареи типа Крона. И, соответственно, хватает его работы на полгода. Давайте пойдемте, расскажем. Далее, покажем. Точно такой же прибор смонтирован, соответственно, на потолочном перекрытии в жилой комнате. Также выдержано расстояние от осветительного прибора, от проводки, не меньше, чем 50 сантиметров. Устанавливается примерно посередине комнаты, как и полагается, соответственно, с требованиями документов. Также такой же прибор установлен в соседней жилой комнате. То есть, как видно, да, в каждой комнате есть по одному прибору. По одному прибору. Значит, они сейчас находятся в дежурном режиме, о чем свидетельствует индикация. Каждые несколько секунд идет диодная индикация. Это говорит о том, что прибор полностью в работе и, соответственно, находится в дежурном режиме. Я здесь смотрю, явно маленькие дети, многодетная семья. Как он срабатывает, если что? В случае даже небольшой концентрации дыма, он обязательно даст сработку, звуковой сигнал в помещении порядка 85 дБ. Это вполне достаточно слышно, если даже мы будем находиться в лестничной клетке. Давайте пойдем сюда. Вот у нас, смотрите, здесь дети. Вот хотелось бы узнать, много таких квартир вообще, вот и с чем связано, на каком основе, а дорогая эта сигнализация, и кто ее устанавливает, в смысле финансово, как это подтверждается, или это же спонсорская помощь? Сейчас на данный момент семей у нас многодетных очень много по республике, в частности на территории городского округа. По этой работе, мы тесно работаем с округами,
выявляем такие семьи, проводим инструктажи, вот такие мероприятия, установка непосредственно пожарной сигнализации. Направляли несколько раз, идет переписка с округами, чтобы необходимо вот финансировать данные направления, чтобы одним из нашей службы идет как бы приоритетное направление установка данных пожарных сигнализаций. В целях именно предотвращения на начальной стадии пожаров и предотвращения травматизма и гибели людей. Хотелось бы узнать, многодетные семьи, в основном это все они в деревянных домах живут, да, большей частью? Большая часть у нас на сегодняшний день на территории города Якутска, в основном, когда горят деревянный жилой дом, они тех годов постройки, это 70-х, 50-х годов. Вот этот дом какого года? Так, где-то 70-х годов. 70-х годов. Я хотел узнать, рядом с вами помощник, да? Я руководитель пресс-службы. Ой, извините. Представьте, пожалуйста. Руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха-Якутия Рахматуллина Ксения. Всего на территории республики зафиксировано 542 семьи, которые необходимо оказать социальную поддержку от государства, поскольку монтаж данных извещателей – это одно из приоритетных направлений МЧС России. Также оно реализуется у нас в Якутии. С конца 2017 года производилась эта работа. На начало 2019 года необходимо смонтировать уже 151 извещатель в квартиры. Сегодняшняя квартира у нас идет уже в счет по статистике, соответственно, уже необходимо в 150 квартир смонтировать оборудование. Хотелось бы еще узнать. Многие говорят, что это непрактично, дальняя сигнализация, но, к сожалению, горький опыт что подсказывает? Пожарные извещатели эти являются автономными, то есть это абсолютно другая технология, да, то есть их сработки не такая, как на предприятиях и организациях, которые монтируются, но, тем не менее, следует отметить, что автономный пожарный извещатель при поступлении опасных факторов пожара, в частности, это дым, он реагирует на дым, он дает звуковой сигнал. Звуковой сигнал громкий. То есть, если вы находитесь в помещении, да, или же в другой комнате, вы все равно услышите опасные факторы пожара в соответствии с расчетами. Наступление их составляет 10 минут. То есть дети обязательно среагируют в данной ситуации, да? Да, в первую очередь здесь должны родители провести разъяснительную работу со своими детьми о том, что если они услышали посторонний звук или звук у соседей, или звук в подъезде, потому что извещатели монтируются в различных местах, они должны найти взрослого, сказать ему об этом. Если нет возможности, вызвать по телефону. В зависимости от возраста ребенок, сейчас даже малолетний, может позвонить в службу 112, которая также работает у нас на территории Якутии. И сказать, что произошла сработка, он слышит звук. И хотелось бы еще спросить, Николай, вы не подскажете, да? Город Якутск – это большой город, да? Оснащенность такими сигнализациями, она сейчас имеет какой-то процент, в принципе? Вот такими именно, или что-то подобие? Процент? Деревянного фонда города Якутска еще низкий, или же достаточно средний? Сейчас на данный момент, на сегодняшний день, всего смонтировано в 42 домах, это на территории города Якутска. А домов-то сколько у вас? За которым мы смотреть пожарную безопасность должны? Домов намного больше. Намного-то насколько? Получается, у нас жилой фонд в основном на сегодняшний день остались во всех округах имеется. Точное количество сейчас не могу сказать, потому что ежегодно, ежемесячно идут сносы, идет именно программа по расселению домов, именно по аварийности, идет сносы. Мне сказали на последнем совещании 1800 домов, из них 800 на очереди, 42, то есть практически, не знаю, 20% есть, да, получается, из 42 дома. Это 20% от 1800 домов. Хотя, думаю, что 1500
Ну, на самом деле, мне хотелось бы у Ксении еще спросить. Может быть, так проще будет. Многие говорят, что если мы поставим такую сигнализацию, да, и будет звонок, в пожарную часть, можно ли сослаться на данный датчик, если что? А то присудите ложную сигнализацию. Да, действительно, если, о чем я вам уже и рассказала ранее, если вы звоните в службу 01 или в единую службу 112 и говорите о том, что вы слышите сработку пожарного извещателя, это ни в коем случае не будет расцениваться как ложный вызов. Понятно. Я хотел бы еще спросить представителя, так сказать, пожарной дружины, можно ли с руководством переговорить, может мы найдем какую-то систему? А наши пожарные инструкторы, я правильно говорю, да? Пожарный надзор. Пожарный надзор, да? Инспектор. Инспекторы. Вот они дадут какую-то статистику по многодетным семьям, малоимущим семьям. Можно ли с вашим руководством переговорить, чтобы начали какую-то акцию вести, да? И просто у вас закупать и устанавливать такие извещатели. Потому что пока... Вот сейчас 40 градусов, сколько домов сгорело? Ну, хотя бы за месяц уже. Если брать месяц, полтора. В республике, наверное, я так посчитал. 198 пожаров по сегодняшнюю дату. Это за год? Это с начала января. Значит, 148, очень много пожаров. Как бы вы относились к такому предложению от точки средств массовой информации взаимодействия? В частности, от меня. Интересное предложение на самом деле. Дело в том, что такие приборы, они стоят недорого, и, в принципе, любой владелец, я сейчас объясню, значит, каждый владелец может приобрести себе индивидуально в квартиру как минимум один прибор. Цена вопроса там в пределах нескольких сотен рублей, 300-400 рублей. И, в принципе, даже одного прибора бывает достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность своего жилья. Хотя мы тут поставили 3 прибора, да, это наоборот повысит уровень безопасности этой квартиры конкретно, да. Но в любом случае такая акция, конечно же, нужна. И мы в этом напрямую заинтересованы. Почему? Потому что мы также переживаем за безопасность людей, в первую очередь за пожарную безопасность. Поэтому, конечно же, мы всегда рады, когда к нам приходят за приобретением приборов. IP212, 142 это IP GSM, соответственно, который стоит немножко дороже, да, но я вам отдельно еще также продемонстрирую, как он работает. А вы сразу нам скажите, может быть, спонсор на, я так понимаю, этот в районе 400 рублей, а спонсоры могут дать вот такой прибор в районе 4600 Значит, рублей. тот прибор, который мы поставили, он стоит в пределах нескольких сотен рублей, да, и, в принципе, любой может поставить и купить и поставить. Прибор, который я показываю, да, это IP212-63A GSM с функцией GSM, то есть у него есть модуль, соответственно. Отдельно к этому прибору приобретается в сотовом операторе, начиная с мегафона, либо другие, да, сим-карта. Значит, сам прибор представляет собой этот корпус, база. Он же вот той сигнализации, которая на потолке у нас, да, он где-то в 2 раза больше, да? Он даже и весит немного больше. Дело в том, что здесь есть основа. Основа также крепится на потолочное перекрытие, если нет возможности, то на верхней части стены. При помощи шуруповерта, да, внутри имеется, соответственно, оптическая камера и электронная схема, которая анализирует работу этой камеры. Значит, здесь есть гнездо для подключения сим-карты, которая покупается, повторюсь, отдельно. Сама батарея CR123A, она 3-вольтовая. Значит, она устанавливается перед непосредственной установкой. То есть сейчас идет перемычка, да, которая не дает потребления батареи. Далее, соответственно, как только сим-карту поставили, закрыли, соответственно, да, закрутили базу, к ней прикрутили, соответственно, прибор. Есть алгоритм включения, соответственно, кнопка и индикация светодиодная. Сделали обычный звонок сотового телефона. Допустим, вот у меня номер, да, там 924 там, и так далее, да. Он этот номер запоминает на сим-карту, а также он запоминает до 6 номеров. То есть, в принципе, если мы сделаем 6 номеров дозвон на эту сим-карту, он его запомнит, и, соответственно, в случае нештатной ситуации задымления он даст в первую очередь дозвон на эти номера и, соответственно, смс-оповещение. То есть, если вдруг абонент не взял телефон, не ответил, идет смс-оповещение. Не ответил первый, соответственно, идет дозвон и оповещение второго номера. Не ответил второй номер, также идет до 3, 4, 5, 6. Далее идет сброс и дозвон обратно на первый номер.
в течение определенного времени он будет дозваниваться, пока абонент не поднимет трубку, либо не прочтет данное оповещение. То есть 6 членов семьи, да, дали номер 6 членов семьи. 6 мобильных номеров. Да, на одном он дозвонился. Если сбросил, он дальше звонит. Он будет звонить, начиная с первого телефона. То есть до 6-го доходит, из 6-го обратно уходит на первый номер. И так по порядку. А если он дозвонился, то... Если дозвонился, соответственно, тот человек, который принял этот звонок, уже будет предпринимать меры по ликвидации нештатной ситуации. То есть он уже будет знать, что дома что-то случилось, приедет домой, позвонит в пожарную охрану предварительно, да, оповестит. Ну и, соответственно, потом будет в дальнейшем предпринимать какие-то меры. Тушить, там, спасать. Он сразу, наверное, пожарную охрану будет звонить. Конечно же, да. Звонок на 01 в первую очередь. Пожарного надзора. Данные приборы, они зарегистрированы у вас как средства пожарозащиты? Ну, в смысле, можно на них ссылаться? А то у нас многие... Вы сами знаете, данное оборудование входит в систему противопожарной защиты объектов, но применимо к жилым домам автономные пожарные извещатели не являются обязательным требованием пожарной безопасности. Установка автономных пожарных извещателей это проводится только на добровольной основе. Нет, ну я имею в виду, я в пожарную на основе вот этого извещения, этого прибора, могу сослаться, когда вот у меня извещатель такой-то, извините, пришло сообщение, спасайте. Ну, проверьте, спасайте. Да, конечно. То есть это не будет, понимаете, иногда говорят ложный вызов, ну, вы сами знаете, встречаются такие вещи, да? Да. То есть это будет все-таки поводом законным, чтобы... Конечно, если мы рассматриваем этот если мы рассматриваем этот вызов в рамках административного дела, то для состава данного сообщения, если мы рассматриваем данное сообщение в рамках административного дела, то отсутствует состав для правонарушения, поскольку вызов совершен был по причине сработки системы противопожарной защиты. Спасибо. И здесь еще спросили меня, да, вот про эти приборы. Только в пожарной охране можно, в пожарной дружине, да, купить добровольно. Ну давайте я немножко переиначу, да. На самом деле наша организация называется Якутское республиканское отделение ВДПО, Всероссийское добровольное пожарное общество. У нас в реализации есть в свободном доступе, а также по заказу можно приобрести данные интеллектуальные системы. Это ИП 212-142, а также ИП GSM, которые я непосредственно показываю. Цена, в принципе, недорогая, любой может подойти, приобрести в любое время рабочее, соответственно, с понедельника по пятницу, с 9 до 6 мы работаем. Это в основном, да, для наших людей, которые живут в частных деревянных домах? Я даже скажу больше. На самом деле не только для жилого фонда, да, там же самое приобретают их и для гаражных боксов, кооперативы, допустим, да. Они также будут интересны в том числе и больших складских помещениях. Это арочники, это какие-то гаражи, соответственно, какие-то производственные объекты в том числе. То есть там, где есть определенный интерес в защите пожарной безопасности объекта как такового. Ну и сразу у меня встречный вопрос, раз есть такая возможность, да, можно спросить, когда запускается определенный объект, да, производственный, да, ну, частного, может ли считаться данная пожарная охрана, сигнализация, как бы, как сказать, если вы принимаете данный объект, можете считаться, нет, да? Только надо специализировано. Это нет. Видите, здесь идет разница в технической возможности оборудования. Данный извещатель, он автономный, он работает на источнике питания. На объектах, которые эксплуатируются, да, то есть производственные, либо объекты государственных органов, или же объектов с массовым пребыванием людей, там система монтируется автоматической пожарной сигнализации. Это две разные системы. Соответственно, на объектах с пребыванием работников или же иных людей, да, должны быть системы автоматические. Если идет сработка в одном помещении, то оповещение идет по всему зданию. С автономным пожарным извещателем не так. Где произошла сработка автономного пожарного извещателя, в том помещении и будет поступать сигнал. То есть частная собственность может быть использована, государственной собственности это невозможно. Я правильно выражаюсь? Да. То есть это чисто не убежите вы от того, что положено. Я правильно понимаю, используя вот этот прибор? В дополнение его можно использовать. Ну, как правило, те, кто имеет частную собственность, те же складские помещения, они удалены где-то, но сеть сотовая, соответственно, GSM имеется, да, вот они в целях защиты своего собственного имущества, да, на объекте там, в принципе, никого может и не быть, то есть объект закрывается, в том числе на ночное время, да, то эти приборы могут дать, в принципе, определенную защиту этого имущества от пожаров.
То есть надо понимать, что для объектов с массовым пребыванием, конечно же, там требуются немного другие системы пожарной автоматики, которые идут в соответствии с нормами пожарной безопасности 110.03, 104.03 там, и так далее. Ну, я, чтобы показать детей, если можно, да, немного. Ну, ничего. Обратите внимание, жители деревянных домов, если вы поставите на добровольной основе такую сигнализацию, то обезопасите своих детей. Так, ну, все вроде.